числе отважных защитников нашего Отечества был генерал Минигали Шаймуратов. И сегодня я хотел бы поговорить о тех наградах, которые имел герой, наградах, которые он получил при жизни, и наградах, которые дошли уже до его потомков и до нас после его смерти. Это очень интересная история, она связана с историей советских вооруженных сил и с историей тех подвигов, которые совершил наш отважный герой. Первые награды, которые получил Шаймуратов, это были ордена Красного Знамени. Иногда люди ошибочно говорят «боевое Красное Знамя». На самом деле это ордена Красного Знамени, один из которых он получил в конце 30-х годов за свои командировки в Китай, где участвовал в боевых действиях, помогал китайским товарищам создавать вооруженные силы в борьбе с японскими захватчиками. А второй орден Красного Знамени он получил за героические подвиги в битве за Москву. То есть первый орден в 1939 году, второй орден в 1941 году. До получения первого ордена Шаймуратов был награжден медалью 20 лет РКК, Рабочей крестьянской Красной Армии. Это была юбилейная медаль, но она была очень интересная по своему времени. Это первая юбилейная медаль, которая была создана для РКК и затем Советской Армии. И эта медаль должна была быть вручена тем, кто прослужил 20 лет в составе Рабочей крестьянской Красной Армии. Медаль была учреждена в 1938 году. И либо тем, кто воевал в годы Гражданской войны. Вот поскольку Шаймуратов вступил в состав Красной Армии не в 1918 году, а позднее, это произошло в 1919 году, то эта медаль была вручена ему как участнику Гражданской войны. Вот эта юбилейная медаль в то время рассматривалась как медаль все-таки наградная, то есть она давалась в основном участникам Гражданской войны. Небольшое количество людей служило 20 лет в армии, тем более все, кто служил в армии 20 лет, они и были участники Гражданской войны. Очень интересная история с орденом Красное Знамя. Дело в том, что этот орден был учрежден в 1918 году, и первым человеком, который получил эту награду, был известный военачальник Василий Константинович Блюхер. Вот этот орден, он был Красное Знамя РСФСР, но в 1924 году, уже когда был создан Советский Союз, орден стал называться Красное Знамя СССР, то есть литеры РСФСР поменялись на СССР. Те товарищи, которые получили орден дважды, трижды, а есть награждение и 8 раз человек был награжден этим орденом, получали орден с маленькой литерой, цифрой 2, 3, 4, 5, 6, которая находилась внизу на перевязи ордена. Эта цифра означала вторичность или последующее количество награждений. И у Минигали Шаймуратова точно так же был орден Красное Знамя без цифры, и второй орден, который он получил в 1941 году, он уже был с цифрой 2. Еще один орден, это орден Красной Звезды. Учрежден был этот орден в 1930 году и вручался за совершение воинских подвигов, умелое командование своими войсками и другие отличия, которые были совершены на поле боя. Шаймуратов за свои очень умелые действия в руководстве башкирской кавалерийской дивизии в боях летом и осенью 1942 года был представлен к высокой правительственной награде. Это орден Ленина. Но в ходе тяжелых боев 1942 года считалось, что награждение таким высоким орденом пока что неуместно, поэтому эти награждения очень скудные, их было очень мало. Тем не менее, подвиг героя был оценен, и на наградном листе, который мы вам показываем, есть, привлеченный из архива, есть надпись «Наградить орденом Красной Звезды». Этот орден был награжден, Шаймуратов был награжден в 1943 году, но он не узнал об этом награждении и не получил этого ордена. Долгие годы орден находился в кладовой наградного отдела Министерства обороны, и в 2015 году он был найден в кладовой и передан торжественно в Национальный музей Республики Башкортостан как одна из наград прославленного героя. В 1944 году была учреждена медаль за оборону Москвы. В 1945 году за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Эти медали вручались всем участникам битвы за Москву и участникам боевых действий в годы Великой Отечественной войны на 1945 год. Шаймуратов героически погиб 23 февраля 1943 года.
Но история так распорядилась, что близкие ему люди добились посмертного награждения медалью, а обычно посмертно награждали только орденами героя, и Шеймуратов был официально награжден медалью за оборону Москвы, медалью за победу над Германией в 1944 и 1945 году учрежденных. И мы видим здесь представлены эти награды, которыми был награжден Шеймуратов. И в марте 2020 года указом президента Российской Федерации Эмилию Шеймуратову было присвоено высокое звание Герой Российской Федерации посмертно за подвиги и героизм, оказанные в годы Великой Отечественной войны. Это высокое звание, это самое высокое звание в нашей стране, выдающаяся награда, которую герой давно заслужил, и республика многие годы жила вот этой надеждой о том, что герой будет награжден званием либо Героя Советского Союза, либо Героя Российской Федерации. На сегодняшний день в музее хранятся подлинные награды генерал-майора Шеймуратова. Это Золотая звезда Героя Российской Федерации, орден Красной Звезды, медали за оборону Москвы и медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. К сожалению, медаль 20 лет РКК и ордена Красного Знамени, которые были с героем в годы Великой Отечественной войны, утеряны, и на сегодняшний день мы их показываем лишь муляжи этих наград. Вот такие награды получил наш прославленный герой. Это все элементы тяжелого, сложного ратного труда, это все этапы героической биографии генерала Шеймуратова.